Всем доброго дня. Меня зовут Гульжан, фамилия Гульдабаева, в компанию Epic. Я вообще сама трудилась более 3 лет в другой компании. Но в прошлом году, в мае месяце, у меня братишке 24 года, ему поставили диагноз лимфома Ходжкина. И я, так как я работала в компании, тоже работала с БАДами, я знала, что онкологию можно победить, и я была в поисках. Хотя ему давала продукцию той компании, компания хорошая, просто продукция очень дорогая, я понимала, что мы не потянем по карману. Но я почему-то начала искать, не знаю, Аллах Тағала сказал, что мне надо найти лучшее. И в тот момент, когда я искала, я познакомилась, я с Баян Кукинаевой была давно знакома, давно не виделась, так как я уже с магазина уволилась, не работала, и встречаюсь с Баян Кукинаевой. Она меня приглашает в офис, придите, послушайте, шикарный продукт. Это было начало июня, я прихожу, в офисе тишина, сидят 2 девушки, это Баян Кукинаева и Амирхан Мархабат. На тот момент мне Мархабат, я рассказала все, я говорю, есть результат по онкологии. Компания только начиналась, таких результатов было вообще мало. И Баян мне хочет довести до меня, что продукт шикарный, а я начала, как всегда, самое умное, как в одну капсулу можно все запекать, это невозможно. И было очень, и я пришла... Возражение. Да, и я начала, послушала, но в тот момент мне Мархабат хотела донести, говорит, Гульжан, послушайте, здесь шикарные деньги. Здесь, я говорю, я сейчас не работаю, у меня нет денег вкладываться. Она мне говорит, на листочке показывает маркетинг-план, а я такая еще на ходу засыпаю, жара была на улице. Она меня вот так дернула, и опять проснулась, и говорит, туф, что мне тут снесли, доска. И с кем мне показывает маркетинг-план, что есть деньги в компании. А я уши закрыты, я ищу продукт, чтобы вылечить онкологию. И вы знаете, я до декабря месяца искала. Я послушала их, а в тот момент Мархабат мне говорит, Гульжан, вы подпишитесь, это ни к чему вас не обязывает. Вы просто займете себе хорошее место. Я говорю, да зачем мне подписываться, если я не буду пить эту продукцию, давайте я поищу, разберусь в интернете. И на сегодняшний день благодарю Мархабат, каждый раз ей говорю, я подписалась. Мало того, что я еще сделала заказ, у меня в кармане были деньги, и этот заказ я сделала, пошли в Газком, заказали, и продукт ко мне пришел через месяц. Он помог вашему брату? Да, и вот мы сразу эту продукцию пить не стали, и как посылка пришла, я его всем родственникам раздала. Думаю, что буду портить то, что уже испорчено, и я не знаю об этой капсуле ничего, тогда выдорвался курсын дедом. Да, курсом он капсулу зарабатывает, дед. Сама не пью, братишку не даю. И в ноябре уже была крайне такая ситуация, что мы прошли 6 химиотерапий, терять нам уже нечего. Я опять набираю Баян, говорю, как пьются ваши капсулы? И она мне говорит 1 раз в день, потому что братишка уже отказывается все пить. Он говорит, все, вот все БАДы вот здесь стоят. И на сегодняшний день, я вот начала в декабре, 24 декабря я пришла, я первый раз пришла купить 10 капсул, 10 капсул купить, пришла на Жумабаева, первый день снег упал, буран, пришла, как раз приехала Аэлита Садакасовна. Я вся такая деловая, сижу с мужем, пришла еще 10 капсул купить, и тут Аэлита еще найти не могут. Еще найти не могут, я говорю, что за компания, капсул найти не могут. Сколько возмущений, возражений. И тут села на 5 минут, послушайте, и тут Аэлита говорит, у меня была экзема. А у меня что же экзема? Я еще понтуюсь, сижу, губки прячу. Вот у меня шрамы сейчас в руках остались. На ногах тоже. Я такая сижу и послушала, зашла на 5 минут, осталось, не знаю, на 5 часов, потом пошла еще академию изучать. И вот в тот день я еще сама на следующий день, не пропивая ни одну капсулу, я прорекламировала ее однокласснице, она подписывается, я зарабатываю тут же $37,5, я иду на улицу Буран и говорю, если 37,5 я сразу заработала, до Нового года мне надо подписать 10 человек. Я до Нового года подписываю 11 человек, я зарабатываю деньги. Мне эти 3 дня новогодних было как вечность, когда офис начнет работать. Потом я пришла, говорю, Мархабат, оказывается, правда, здесь деньги есть. И начала ее благодарить. Действительно,
Подписал человека, $37-5 в кармане. Я вот пока отдыхала, не отдыхала, но я уезжала до родителей, до мамы. И вот приехала, на счету деньги. Еще на днях автобонус поступит. Это вообще шикарно. У меня в неделю выходит 800, 850, $900. Вы все заинтриговали своих брата. Да. Результаты. Ну, мы даже про этот диагноз забыли, мы сейчас есть мы пьем. Представляете? Да. На сегодняшний день у него результаты анализов шикарные. Даже я вот здесь девочкам всегда, у нас есть медики, я всегда им показываю. Мы сдаем 10-15 дней анализ крови, общий анализ крови, развернутый биохимический анализ. Вот недавно мы прошли УЗИ, КТ. Ну, на сегодняшний день анализы все шикарные. У нас даже поменялся врач-онколог месяца-полтора назад. И братишка пришел к нему на прием, а он говорит: выжил, добавил тебе? Он говорит: да. Он говорит: ну, анализы, как у нас обыкновенно нормального человека. Кто вам такой диагноз поставил? Мы вообще в шоке. Еще хотели сделать пересадку клетки. Я даже не знаю, как это, но у нас готовят пересадку клетки. Ну, мы прошли 4 химиотерапии номер 1 и 2 химиотерапии номер 2. Ну, кто врачи, наверное, знаете, что это очень страшно. Мы так рады за вашего брата. Вот это ракета! Я 4 месяца закрыла ран привязки, я сама не знаю как. Юля, слышите, да? Это реально! У меня даже не было денег, вот Баян знает, говорю: как если я плачу, у меня денег нет? Баян говорит: вы приглашайте. И как раз Айгуль приехала. А вы, получается, сколько времени думали? 8 месяцев. Вот так я. Вот так не делается, друзья.